Ассалам алейкум, добрый вечер, приветствую всех, с вами снова я, Орти Аслан на канале Reality. Сегодня 8 ноября 2020 года, поехали. Сегодня для вас хорошие новости, очень хорошие, ну и есть новости для раздумья. Давайте начнем с наших традиционных приветствий. Этот канал, как вы помните, в последнем стриме в среду в передаче «Среда Исханова» прямо в прямом эфире был прерван в связи с тем, что я предыдущий понедельничный свой стрим рассказывал о связях России, российских агентов здесь на Западе с террористическим актом, убийством учителя под Парижем, французского гражданина Самюэля Пати. Я подробно рассказал, этот ролик, видимо, очень сильно не понравился, и мне вынесли предупреждение за пропаганду, внимание, терроризма. Я, который был всю передачу был против любых форм терроризма, особенно государственного терроризма, который Россия осуществляет на протяжении уже десятилетий, 3 десятков лет, меня обвинил YouTube в том, что я пропагандирую терроризм. Ну, мне пришлось написать апелляцию, и вот, как вы видите, хотя я был забанен на неделю, видимо, или истекла эта неделя, раз это понедельничный стрим, но раз меня блокировали в среду, то должен был этот бан, если этот бан должен был на неделю, он мне был, если он истекает через 7 дней, то он должен был его срок должен был истечь в среду. Ну вот сегодня понедельник. Я хотел сегодня начать вести свой стрим на Ичкерия Live или на любом другом своем канале, которых, что бы они ни делали, я буду открывать. И вне зависимости, сколько у меня будет подписчиков, я буду вещать. Я знаю, что мы им мешаем, как мы, никто им не мешает. Они даже не упоминают меня нигде. Это тоже очень красочно характеризует, что мы им очень сильно мешаем. Да? При этом им не мешает заказывать мое убийство, при этом им не мешает пытаться меня вербовать, там еще как-то на меня оказывать влияние, дискредитировать меня днем и ночью. Но при всем при этом они не произносят мое имя, это для них табу. При этом им не мешает запрещать мой канал на территории России, только мой канал, прошу заметить, запрещен на территории России. Хотя я не проповедую ни терроризм, никакие любые другие формы изма, и только лишь выступаю за свою демократическую правовую Ичкерию. И также я поддерживаю президента Соединенных Штатов Америки, которого избрали. Боже, храни Америку, скажу я. И вот они вот всякими вот этими своими способами пытаются нам мешать. Ну, что бы они ни делали, как бы они ни делали, явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. Никогда они не смогут. И дело не во мне, как каком-то человеке, который доносит эту правду. Я лишь говорю ту правду, которую я вижу. Да? Я говорю ту реальность, от которой нас хотят отвести. И они всячески нам мешают. Ничего у них не получится. Не запугать, ничего. Даже физическое мое уничтожение с их стороны, если они это сделают, это ни в коем случае не остановит правду. Потому что то, что я сейчас процитировал, это строки из Корана. Коран несет правду, Коран говорит правду. И поэтому я знаю, что до меня были и после меня будут. Поэтому не имеет никакого значения. И все равно, в любом случае, правда восторжествует, виновные будут наказаны. Чеченская республика Ичкерия, основанная отцом-основателем Джохаром Дудаевым и его соратниками, будет во веки веков.
до конца, пока будут существовать правовые государства в этом мире, будет существовать Чеченская республика Ичкерия. Да, мула. Войцу нах тишаду, войцу тя дель да долгалс. Хайгарду. Да, мула. Войк хиглучу. А теперь поехали дальше. Сегодня я хочу вам сказать, мне только что я читал ваши комментарии, не успевал вам отвечать. Всех приветствую еще раз. Ибраим Канцигов, всех, Хамзат Ипаев. Не буду сейчас пока перечислять. Всех, которые мне сейчас пишут. Ва алейкум ассалам, приветствую всех. Дорогие мои чеченские, украинские, еврейские, русские, азербайджанские, крымско-татарские и все остальные мои друзья, черкесы, дагестанцы, не буду всех перечислять, не обижайтесь. Всех уважаю, и все будет Ичкерия. Хочу поздравить вас, вот мне сейчас человек говорит, что писал тут человек, что пока не было инаугурации, он еще не считается президентом. И, конечно же, это правда. Да, может произойти все, что угодно, но Джо Байден избранный президент. Да, он еще не вступил полноценно в свою должность, у него есть там 3 месяца, по-моему, или сколько-то, до января, по-моему, это затягивается. И как бы с начала следующего года Байден становится и юридически, фактически он им уже является президентом Соединенных Штатов Америки. И я на это очень надеюсь, что так и будет, потому что уже все голосование было, уверен, оно было, выборы были честными, прозрачными, не те, на которых я в России присутствовал и наблюдал. На самом деле эти выборы, уверен, были честные, конечно, не без нарушений, наверное, потому что нарушения на всех выборах всегда бывают, но никаких либо существенных нарушений, там, где Трамп может оспорить решение избирательной комиссии уже, да, утвержденной уже избирательной комиссии. Конечно же, он может затягивать, но это не важно. Мне очень приятно, что Джо Байден стал президентом. Джо Байден очень опытный политик. Он с уважением относился к Джохару Дудаеву, нашему первому президенту Чеченской Республики. Всем своим друзьям, которые за Дональда Трампа голосовали и хотят поддерживать, и чаще всего это евреи, точнее израильтяне, выражаю свои соболезнования. Я также вас уважаю, даже если ваш Трамп не выиграл. Но при всем при этом я бы предпочел сменить Трампа, потому что его риторика, его поведение по отношению к Путину мне категорически не нравилось. Потому что каким бы хорошим и святым не был президент Соединенных Штатов, говорил он о самом настоящем террористе и мерзавце в хороших тонах. И тот же Гарри Табах, например, говорил, что вот, ему задавали вопросы, почему, я смотрел его видео, почему Дональд Трамп хотел вернуть Путина в G7, сделать из него прежнюю G8. И он сказал, ну потому что много вопросов, и чтобы не бегать туда-сюда, он хотел объединить, и не как это делает Меркель, Макрон или там другие люди. Он хотел просто, чтобы на месте все это можно было обсудить и решить. И в этом, конечно, есть логика, это логично, да, это может быть так и есть, но зная ситуацию в России, как мы ее, даже Гарри Табах не знает, будучи военным, будучи, зная какие-то секреты, внутреннюю подноготную, например, мы чеченцы, да, я могу сказать за себя, я считаю, что мы знаем не хуже ее, Гарри Табаха и других наших друзей. И этот Дональд, когда звал его, он не понимал или делал вид, что не понимает, что как только ему протягивают Путину руку, неважно, G8 это будет, ну G8 это, конечно, очень серьезная организация, даже просто любая маломальская какая-нибудь встреча, которая может пройти с Путиным, с такими уважаемыми людьми, как президентом Соединенных Штатов или Ангелой Меркель и так далее,
это автоматически поднимало уровень и укрепляло позицию Путина внутри России. Потому что там тоже разброды шатания, и мне бы хотелось, чтобы этот разброд и шатание сверг этого Путина, и вот тогда начнутся разбирательства всех злодеяний и преступлений Владимира Владимировича Путина, который обязательно понесет уголовную ответственность в суде, даже после его смерти. И все, кто вокруг него, знаете, вы тоже понесете ответственность. Даже если он избежит наказания в этом мире и уйдет в иной, вы будете отвечать, тот, кто останется в живых. Итак, поехали дальше. Так, Файтер Израиль. Ага, поведение, санкции насыпал как никто. Да, Файтер Израиль, если мы сейчас будем возвращаться, обсуждать про Трампа, да, допустим, которого очень хотели русские видеть следующий еще раз на один срок президентом. Слава богу, этого не произошло. И это правда, да, были санкции, было оружие для Украины. И это тоже отлично, да, это супер. Украина это просто рубеж нас, всех свободных людей. Украина сегодня, когда-то это была Ичкерия, мы долго выдерживали эти натиски, теперь это Украина. Я не хочу, чтобы Украина повторила судьбу Ичкерии, очень я этого не хочу, я знаю просто, чем это чревато для украинцев, да и для нас, всех свободных людей. Но эти санкции, это давление оказывалось под давлением того же Сената. На мой взгляд, я не вникаю и не разбираюсь в американской политике. Я знаю, что он хотел пригласить Путина, что он с ним заигрывал. Никогда плохое слово он про него не говорил. Он говорил: я верю Путину, а не своим спецслужбам. Я знаю, что, вернее не знаю, я догадываюсь, я предполагаю, американские спецслужбы далеко не святые спецслужбы. И врать они умеют, и, наверное, какие-нибудь еще дела делают. Но президент называет свои спецслужбы лгунами перед самым лживым президентом или человеком на этой земле. Ну, еще, может, есть еще один человек, такой лжец. Поэтому для меня этого достаточно. И я никогда не мог поддерживать. Да, если вы помните, я обращался даже в своих обращениях, даже когда здесь, в Германии, я обратился к американскому посольству, здесь, в Гамбурге. Я обратился к Майку Помпео, а не к Дональду Трампу. Я не хочу лезть в американскую политику, я не хочу обсуждать американских плохих людей, и будь они президенты или кто-либо другой. Хороших, да, пожалуйста, буду обсуждать. Тем более президента Америки. Это уже закрытая история, на мой взгляд. Конечно, все может перевернуться. И все же Америка остается Америкой, американцы остаются свободными людьми. Они могут совершить ошибку или же не совершить ошибку и снова выбрать, исправить эту ошибку и выбрать другого президента. Чего я желаю и чеченскому народу. Я хочу, чтобы каждые 5 лет в соответствии с нашей конституцией мы могли изъявлять свое желание на личность, кандидатуру того или иного президента. И так и будет. Нет ни малейшего сомнения. Чеченский народ заслуживает того, чтобы жить, развиваться, процветать. И так и будет. Да, Алмула. А теперь, вот Ичкерия Форео пишет: в Нижнем Тагиле не признали выборы Байдена. Да, большому сожалению, Нижний Тагил не признал. Наверное, и Воронеж тоже. В прошлом стриме, по-моему, в среду, когда с Хусейном мы говорили, я сказал, что канал Ичкерия Форева принадлежит Ибрагиму Никархо. Это была не совсем точная информация с моей стороны, поэтому я и хочу сейчас ее исправить и сказать, что канал принадлежит Культур Фирайн Ичкерия, культурному центру, объединению Ичкерия, которым руководит Хусейн Исханов. Ну и все его товарищи, конечно же, имеют к этому отношение, к этому Культур Фирайну. Все, поехали дальше. Так, давайте я начну тогда с одного
с одной новости, которую я хотел бы сейчас озвучить. Так. На Кавказ Реалии 6 ноября 2020 года вышли новости, что 19 чеченцев нелегально пересекли границу Литвы и попросили убежище. Литовские пограничники задержали 19 чеченцев в лесу возле деревни в Шальчинском районе, недалеко от границы. 5 мужчин, 4 женщины и дети попали в Литву с территории Беларуси, сообщает белорусское издание «Реформация» со ссылкой на службу охраны госграницы Литвы. Мигранты перешли белорусско-литовскую границу через ручей Гирвине и успели углубиться на территорию Литвы на полкилометра. После задержания мигранты подали прошение об убежище в Литве. Их личности установлены. Ранее сообщалось, что председатель Совета чеченских беженцев в Азербайджане Рамазан Малаев обратился к международным правозащитным организациям с заявлением о гуманитарной катастрофе. Чеченцы в странах Европы начали оседать в начале Второй войны в Чечне с зимы 1999 года. По неподтвержденным данным, общая численность чеченской диаспоры в странах ЕС может превышать 200 тысяч человек. По другим данным, нас здесь около 300 и даже, возможно, больше. Я приветствую этих 19 чеченцев, которым удалось пересечь границу, и я очень надеюсь, что с ними все будет нормально. Да, мула. Маша довольшу, да, эту больше. Как мы видим, чеченцы до сих пор с женщинами, с детьми бегут из оккупированной Чеченской республики Ичкерия и голосуют, как говорится, ногами. Да, и далеко ходить не надо. Мы видим, что люди продолжают покидать свои дома, и это делается не потому, что им так хочется. При всем при этом и Запад, и Евросоюз, и Польша, которая перекрывает границы, заставляет с риском для жизни, с детьми, с женщинами пересекать речки, реки и так далее, для того, чтобы спасти свои жизни, для того, чтобы выжить в этих условиях. И нам рассказывают, что там в России все хорошо. Поэтому я призываю всех, Запад, все службы всячески смягчить вот это отношение к чеченцам и дать нам в конце концов спасти свои жизни. Так что вот так вот. Вот такая вот новость, можно сказать, она хорошая с одной стороны, и она плохая с другой, что нам приходится такими путями пересекать границы. Так, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Так, давайте я почитаю ваши вопросы, ваши сообщения, чтобы чуть разнообразить, а то я постоянно говорю, и, наверное, уже это неинтересно. Если Трамп выиграет выборы, он распустит НАТО. Болтон, бывший советник Трампа, говорит. Сейчас не волнуйтесь, я вам про Трампа тоже сейчас, про Байдена тоже сейчас расскажу кое-что. Так, и да. НАТО хотел распустить, да? Молодец, короче говоря, молодец. Ну, увы и ах, как говорится. Стрим тормознул, говорит. Так, со звуком все нормально, да? Раз не вижу жалоб, то все нормально. Так. Не начнутся, говорит, файтер Израиля. Он, наверное, имеет в виду по поводу расследования преступлений. Да, вероятно, да, ты прав, файтер. Ну, хотя бы оно сдвинется с мертвой точки. Но есть вероятность, что все-таки это все-таки произойдет. Да, не 100% это будет, но все-таки это должно произойти рано или поздно. Так. Валейкум салам, говорит Джахар Дудаев. Машволь, Джахар. Так, у Трампа любовь к диктаторам, говорит Маждада, да, совершенно верно. Так, Иван Иванов, ассаламу алейкум, лом тире алиу, Аллах дал эту бойвой массу дикшуманта. Ва алейкум салам, амин я Аллах. Так, Анзор, три оси зла в мире, Россия, Америка и Израиль, говорит Анзор. Мне просто бывает очень неприятно, Анзор, когда я слышу от чеченцев, когда сравнивают с Израилем, там, с Америкой, Россию.
Кто угодно пускай сравнивает, кто угодно может говорить там на Израиль, там на Америку, что все что угодно, ставя ее рядом с Россией. Когда вы такое говорите, я вас считаю соучастниками тех преступлений, которые совершает Россия. Вы, называя Америку или кого-либо другого с таким же виновником в войне против нас, ставите этих русских, эту Россию, ставите на уровень демократических продвинутых стран, которые не убили ни одного чеченца. Поэтому я тебя забаню. Извини, конечно, я не хочу, чтобы такие провокаторы у меня на канале были. Мы с тобой давно были знакомы, но прощай, Анзор. Так, Анзор, все верно, говорит Иван Иванов. Так, Анзор, Иван Иванов, тебя тоже я баню. Так, Асколя, Аслан, Саубол не знал про Байдена, глаза открыл мне. Аслан, Саубол. Да, Байден, вот давайте я вам расскажу. Так, Герман Крайсер. Закон о неприкосновенности президента Российской Федерации срочно принятый. Старик Кабаев готовит путь к отступлению. Но у него нет никаких шансов. Так, давайте я вам расскажу про Байдена. Так, во-первых, я вам хочу показать ролик, где у них идут дебаты у Трампа с Байденом. Джо Байден назвал Дональда Трампа клоуном, лжецом, щенком Владимира Путина. И скажите, как со звуком дела? Кстати, да. Так, звук был. Одну минуточку. Вот мне это и нужно было. Звук. Так, давайте еще раз. Теперь скажите, есть? Сейчас я, подождите, у себя проверю тогда, что вы. Да, тут звука нет. Кстати, да. Так, звук был. Одну минуточку. Вот мне это и нужно было. Звук. Так, давайте еще раз. Теперь скажите, есть? Сейчас я, подождите, у себя проверю тогда, что. Да, тут звука нет. Кстати, да. Так, одну минутку. Так, звук был. Одну минуточку. Вот мне это и нужно было. Звук. Так, давайте еще раз. Теперь скажите, есть? Сейчас я, подождите, у себя проверю тогда, что. Да, тут звука нет. Так, скажите. Так, одну минутку. Так, звук был. Одну минуточку. Вот мне это и нужно было. Звук. Так, давайте еще раз. Теперь скажите, есть сейчас. Hintü Ali звук. Я тяте звук. Ну вы даете вообще. Hintü Ali звук. Ять. Ну, релиз. Все. Я думаю, теперь звук есть, а если нет, то больше 3 часа Бог.
Так, все, поехали. Я тебя целую. Ну, дають. Пишется Facebook. Так, все, поехали. Я тебя целую. Facebook. Ну, на мне, что ли, озвучивать, что ли? Что сын демократ. Так. Все, я не сходил, что был. Назвал Дональда Трампа клоуном. На мне, что ли, озвучивать, что ли? Что сын демократ. Звук Яцбо. Ну ладно, тогда сегодня будем без видео вставок. Буду отвечать на ваши вопросы и рассказывать вам, что можно рассказать. Так, давайте я разблокирую тогда вот этих двоих людей. Просто меня очень сильно задевает, когда начинают Россию ставить хоть с кем-либо на равных. С кем-либо. Вообще из любой, даже самый людоедский режим не может быть таким грязным, каким является Россия, по крайней мере для нас, чеченцев. И я считаю, тот, кто так говорит, ну, у меня уже просто выработан на этот иммунитет, да. Я не собираюсь ни с кем вступать на компромисс в этих вопросах. Я буду уступать во всем, в чем можно уступить, даже ребенку, если я в чем-то не прав и если где-то можно поступиться. Но я не буду уступать в вопросах, которые касаются вот таких принципиальных вещей. И вот эти вещи, что там Америка где-то там воюет, где-то что-то делает, меня это как-то не заставит Россию считать лучше или ставить ее на какой-то уровень. Поэтому или не заходите сюда, да, или я вас буду блокировать. Мне не нужно, чтобы Россию мне тут пытались обелить на моем канале. Я знаю, что я говорю, что я делаю. И я не позволю террористическую, бандитскую, фашистскую, имперскую Россию сравнивать с Израилем, с Соединенными Штатами там, или еще с кем-либо. Нет, спасибо. Я здесь не просто так сижу, чтобы можно было вот так манипулировать. Так, давайте, Маждада, я выполнил твою просьбу. Как найти? Я разблокировал, Анзора разблокировал. Как найти? Все, проехали этот вопрос. По поводу, мне тут говорят, никак не могу наладить. У меня все налажено, у меня все отлично стоит, но постоянно происходят какие-то сбои у меня здесь. Я не знаю, с чем это связано. Я не знаю, как это можно объяснить. Но вот что происходит, то происходит. Вот. Прошлый стрим я могу вам показывать видео, потом я не могу. Потом я могу с Хусейном говорить.
один стрим, следующий стрим, ничего не делается. Компьютер выключается и включается. Все. Нажимаешь кнопку включить, выключить. Начинаются проблемы. И также у меня списываются подписчики. Постоянно это происходит. Вот сейчас замерло. Видимо, с выборами американцы их так атаковали, что у них там возникли конкретные проблемы. Им уже не до того, чтобы меня там было списывать мои подписки. Мне постоянно пишут, сообщают, что комментарии удалены. Я их не удаляю, комментарии. Мои модераторы, если их удаляют, они попадают в специальную папку на рассмотрение, где я их оставляю, хочу удаляю, если это делает мой модератор. Мои модераторы тоже этого не делают, я знаю, я доверяю своим модераторам. У меня, вся так, вы все видите сами, кто следит за моим каналом, видит, это ничего не придумывается. По решению Роскомнадзора мой канал запрещен на территории фашистской России. Это говорит о том, что мой канал не фашистский, потому что у них можно только фашистское вещать, или что не мешает этому фашистскому режиму. Так, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Человек, который хоть раз увидел, как падают российские бомбы на мирные города и села, не имеет морального права искать врагов на стороне. Не только искать, не только там делать, оставить наряду 3 оси зла. Ну, допустим, Америка, империя, большая, великая страна, которая воюет в нескольких странах и реально имеет самую большую армию. Допустим. Но чем тогда Турция тогда такая же? Почему Турция не такая же? Разве Турция тоже не делает разные вещи? Она такая же светская, демократическая, как Америка. Да, там большая часть проживает мусульман, но ничего не меняет от этого. А Израиль, вообще, что сделал вам Израиль? Да, вот самое большое зло на земле это Израиль. Ну что он сделал? Скажите мне. Скажите. Жириновский еврей? Вы это хотите сказать? Он не еврей, он обрусевший, непонятно кто. Может, Путин еврей? Тоже нет. Может, тогда все большое зло это Чечня, Ичкерия может быть, или Чечения, может, чеченцы самые большие террористы. Про нас ведь так говорят. Ведь днем и ночью нам рассказывают, и некоторые верят. Но мы-то, чеченцы, должны понимать, что это пропаганда. Вот и все. Это такие вещи, которые я уже не буду никому объяснять. Мне уже надоело. Надоело, если честно. Доказывать, объяснять, разъяснять, каждый брат, каждый сват, каждому донести информацию. Хотите, верьте, хотите русской пропаганде верьте. Расскажите просто, сколько американцев сбросило на нас бомб. Самая большая армия в мире. Или сколько израильтян нас убило. Скажите, вот чеченцев сколько убило израильтян? Я вот не помню ни одного случая. Вернее, израильтяне сколько убили чеченцев. Я вот не помню ни одного такого случая. Может, кто-то знает? Я знаю, я материалы тома дел читал. Я общался с людьми, которых резали, сжигали. Вы знаете, какие вещи? Я не могу даже в эфире это рассказывать из-за нашего чеченского этикета. Что они с женщинами вытворяли. Как они на куски их разрезали. Как они разные части тела разрезали. Как они обвязывали, взрывали. Как может чеченец вообще говорить, ставить какую-нибудь страну рядом с Россией? А? Как может вообще? Я не понимаю. Так, пойдемте дальше. Так, Хамзат Гилаев на месте. Аслан с удовольствием слушаю. Машуаль, Хамзат. Тут есть чуваши или татары, говорит секрет Трумптер. Исаак Шмулевич, Ичкерия сила. Это точно, Исаак. Маждад, один Эртругул хватит на последние 20 лет. Всей молодежи мозги вывернул на бикрень. Вот этот Эртугрул, по-моему, сериал. Я его не смотрел, турецкий сериал. Давайте посмотрим, что было в этом сериале. Я просто кусочки там вижу. Как они друг друга убивают. Я один помню давно одну серию за какую-то измену, что ли, за предательство какое-то.
мужа сестры, по-моему, он задушил. Не сослал куда-нибудь, не лишил всех регалий, его просто задушил. А как было? Вы знаете, как было? Если один становится султаном, падишахом, он убивает всех своих братьев, чтобы они не претендовали на престол. И это было нормально, это практика такая была. Ну, что поделаешь. Там, как это? Это нормально, это по исламу. Давайте вещи называть своими именами. Праведный халифат, который был, да, во время пророка, да, или салам Маша Ульцун, после уже все было по-другому. Разве может иметь падишах гарем? Я слышал, что можно иметь 4 жены по исламу. И то в равной степени, если ты можешь их там не только финансово, вниманием, присутствием обеспечить. Может человек, работающий, просто это сделать? Физически он это не может сделать. Ну, допустим, может, допустим. Да, если он может, он имеет право на 4 жены. Но 100 гарем из 100 жен, где есть евнухи, которых там какие-то с ними спецоперации проводятся, с евнухом с детства, чтобы он охранял этих женщин, там, смотрел за ними. Это же все было. Это нормально, это ненормально. Это что это такое? Так, поехали дальше. Да, пропаганда, как найти. New Horizon. Максим, господарь, у вас все печально. ФСБ корни пустил очень глубоко у вас, но скоро эти корни сгниют. Анзорина, не кипятись, брат. Хоса брат-то вала, Анзор. Бошун искренне вала, что просто уже цаннах цатиш вала, сунqint ирвал, бошуна қиет мегардолш. Умду, боштек, но иш датсонис. Это не так. Сунqint ирвал. Так, Милан Опенгеймер, сейчас начнут говорить про арабов, которым все равно на нас. Да. Я не понимаю просто нас, чеченцев, я не понимаю. Если мы начинаем говорить там про арабов, такое впечатление, что я ничего против арабов не имею. Арабы такие же люди, как израильтяне, американцы, немцы, чеченцы, такие же люди, хорошие, плохие есть. Я ничего против них не имею. Но есть Лига арабских государств, есть ОПЕК, плюс там организации, ОПЕК есть, в котором ведущую, мощнейшую роль занимают арабы. 20 лет над нами творился геноцид. Что сделали эти арабы? Вот эти страны, не арабы, а эти государства, что они сделали? Мы смеемся над теми озабоченностями, которые высказывали там европейцы, мы озабочены, украинцы сейчас над ними смеются. Они все время озабачиваются, ничего не делают. Скажите, сколько раз арабы выразили озабоченность? Сколько раз арабы возмутились вот этому геноциду, который над нами творился? А лишь просто, давайте вот из этого исходить. Палестинцы, скажите, сколько раз за нас заступились, когда приезжали и говорили: Чечня — внутреннее дело России. Ведь евреи не устраивают над палестинцами того геноцида, который устраивают русские над нами. Мы что, идиоты, или я не знаю, мы вообще нормальные? И это никакое отношение не имеет к нашей религии. У нас есть религия, которая послана всем, потому что нету, как пророк сказал, мир ему, нету бедуин не выше там какого-то там араба, да, это приблизительно. И этот араб не выше бедуина. Все равны. И нам эта религия и этот Коран послан так же, как всем остальным. Да, хорошо, арабы, если знают арабский и читают, говорят. Но вот сюда приехало 1 миллион арабов, сирийцев. Хотя они... ничего хорошего. Вот у меня после общения, именно только с теми, с кем я общался, за исключением, может быть, одного случая, сказать нечего. Так, пойдемте дальше.
Войнахи и казахи братья, говорит. Россия ответит за смерть 300 тысяч братьев и сестер, за 42 тысячи детей, говорит. Серик Кандыбаев. Спасибо тебе, Серик. Да, иншаллах, она ответит, и да, и мы братья. И мы с казахами, и вы это показали. И намного чеченцев, ингушей живет в Казахстане до сих пор и не чувствует никакого дискомфорта, по крайней мере, я от них никогда этого не слышал. Пойдемте дальше. Фриман антипутинизм. Внимание! Гибнявы и их приспешники шастают по каналам своими комментариями, проповедуя молодежь основы радикального ислама и подбивая их на эти теракты. Да, абсолютно верно. В каждом отделе Чеченской Республики, во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, в каждом отделе полиции есть 2, 3, 4 человека, которые не носят автомат, ну, может, носят. Все время утром приходят и до поздней ночи, и круглосуточно сидят и пишут комментарии. Провоцируют, говорят какие заумные слова. И молодежь 18-20-летняя. И я понимаю эту молодежь. Я ни в коем случае не оправдываю их. Но я понимаю, над нами совершен геноцид. И арабские страны не обратили внимания. Европа озабоченность высказывает. А здесь мы, приехавшие сюда, говорим, да, я с России приехал. Как ты можешь сказать с России, если ты просишь политическое убежище, это даже нелогично. Цепочка нарушена, причинно-следственная связь. Мы приехали не с России, мы приехали, даже я могу сказать, что я приехал с России, потому что я последние 20 лет там жил, ну или 15 лет, сколько там, 20. Но люди, которые приезжают в Чечню, вы приехали из Ичкерии, вы не можете просить политическое убежище, если вы считаете Ичкерию частью России. Нет, не хочу связываться, не хочу заморачиваться, говорят. Ну, это не докажешь им. Ну, тогда не докажешь, тогда живи в России. Зачем тогда сюда ехать? И сюда приехали, открывают там разные там движения, там, и все, я не в политике, я не в политике. Хорошо, ты не в политике, ты имеешь право, это хорошо, если мы создаем гражданское общество, и есть разные там спортивные клубы, 3-й, 10-й. Но под каким флагом ты его открываешь? Если ты в Германии открываешь, у тебя должен быть флаг или Германии, ничего касающегося России, или твой ичкерийский, или же ичкерийский и немецкий. Все. Если у тебя есть российский флаг, ты враг, ты предатель, ты хуже врага, если ты предатель. Некоторые говорят, я не могу, потому что я не связан с политикой. Ну хорошо, ты имеешь полное право быть не связанным с политикой. Полный вперед. Конечно, почему нет? Каждый человек имеет право заниматься чем хочет, и не обязательно ему быть в политике. Или заниматься политикой. Хотя политика нами занимается, и все, что связано с нашими депортациями, с нашими сюда проблемами, с вознёй, вот с этой, то, что нам немцы отказывают, и так далее. Это все политика. Вы не лезете в политику, но она к вам лезет. Ну, здесь открываются, например, какие-нибудь заведения и мероприятия. И я не в политике. Собордел. Если ты не в политике, то ты определись, ты гражданин государства ичкерийского или российского. Если ты гражданин Ичкерии, то с Россией у тебя война. Твоим президентом, законно избранным, на честных, самых свободных, демократически честных, прозрачных выборах, избранным президентом Асланом Алиевичем Масхадовым, объявлена этой стране война. Это закон. Другого нет. Там надо разбираться тогда. Ты, значит, ты предатель. Да, ты никакого вреда не наносишь, кроме вот этого. Но ты нам мешаешь. Мне лично это мешает. Я прихожу, и на меня смотрят, ты что, здесь уже все живут. Да, есть люди, и иншаллах, они всегда будут, и их большинство, которые не приемлют Россию. Но есть люди, которые прикидываются ичкерийцами, представляются ичкерийцами,
и говорят за Россию. Стоп, господа, это не, мы так не договаривались. Я не согласен с этим. Валла, Билла не согласен. Я здесь сижу не для того, чтобы спускать какие-то вещи кому-то. Валла, не буду никому я это спускать. И мне не спускайте, если я сделаю шаг вправо, шаг влево. С этого прямого пути. Все, а тут я вне политики. Тогда не занимайся вообще политикой. Занимайся концертами, футболом, там, боксом, другими вещами. Организовывай эти вещи. Ну, пожалуйста, не надо открывать. И я буду называть имена. И некоторые люди знают, о ком я уже говорю. Я не согласен с таким постановкой вопросом. Представляться от Ичкерии, быть ну, скажем так, ну, на очень высоких, как бы, позициях в Ичкерии, и твой сын занимается какой-нибудь такой деятельностью, которая получается как бы не политика, но вроде политика. С немецкими политиками ты можешь общаться, можешь другие, третьи дела делать. Ну и при всем при этом как-то получается, что вроде бы флага Ичкерии нет. Нет флага Ичкерии, ну, все, тогда ты отказываешься от своей страны. Одно дело какой-нибудь агент, там, спецзадание у него, там, еще что-то. Но где у нас здесь может быть спецзадание? У нас нет здесь никаких спецзаданий. Вот есть правительство, оно там чем занимается, это их дело. Если вы думаете, вы будете здесь заниматься этим, да, вы можете этим заниматься, не нарушая закон, я не имею права вам препятствовать. Но никто не имеет права и не имеет сил и возможности меня заставить замолчать об этом говорить. Я буду говорить, я уже разоблачил, и буду разоблачать, и буду эти ряды чистить. Так, пойдемте дальше, господа. Жалко, я вам не могу показать видео. Жалко, я не могу показать видео. Так, пойдемте дальше. Кингбом. Российская Федерация не до государства, имея все, а в стране ноль. Куда смотреть на то, чтобы понять величие? Блин, надо что-то сделать, друзья. Так, друзья, я перемотаю. Ваши вопросы. Сейчас я постараюсь, извините меня еще раз, я постараюсь, все-таки мне нужно вам это показать, потому что Байден это да, круто. Хотя, может, некоторым и не понравится. Так, смотрите. Это мой ролик, который скоро выйдет на канале Чеченский след, Рязанский сахар, и на моем канале будет. Его перевели на французский. Это тот самый ролик, который, из-за которого мой канал был забанен, и мне было вынесено предупреждение. Сейчас его убрали, это предупреждение. Но для этого пришлось немножко попотеть. Хотя это всего лишь немножко, так что можете не волноваться. Это тот самый ролик, в котором меня обвинили в терроризме, да, в пропаганде терроризма. Из-за этого меня забанили. Переводится на французский, он длинный, этот нет, но это только часть этого ролика, скоро выйдет. Это мне задавали вопрос по этому поводу, когда выйдет этот ролик и так далее. Так вот, этот ролик в процессе, работа ведется. Огромнейшее спасибо чеченскому следу, Рязанскому сахару с длинным названием, но просто в точку название. И мы расскажем. И вот это вот вы видите, два предателя чеченского народа, Саид Магомед Какиев и Рамзан Кадыров. Вот эти два человека, на которых огромное просто море крови чеченского народа.
Так что, господа, еще не вечер. Так, и еще я хотел бы вам показать ролик Джо Байдена, где он говорит еще в 2015 году, 28 мая, сейчас постараемся что-нибудь сделать с этим делом. Скажите, есть ли звук или нет? Сразу, я здесь, халдаться. Недавняя поездка в госсекретаря. Как слышно? Ну, отлично. Ой, что все? Опять. Да, звук есть, но нету картинки. Извините, я не профессионал. С техникой я на вы вообще. Я телефоном научился недавно только пользоваться. Недавняя поездка в госсекретаря. Лавровым встречу с Владимиром Путиным. 2015 году Джо Байден был вице-президентом, то есть вице-президентом у президента Барака Обамы. И в 2015 году американцы, которых, ну, можно сказать, нагло кинули, да, наглейшим образом. Американцы многое простили Путину, многое разрешили. И если вы помните, Пол Гоббл сказал, была большой ошибкой Америки выступить против чеченцев за Россию, да, что вот это было фактически предательство. Да, я не побоюсь этого слова. Предательство чеченцев со стороны Америки, с западного мира, скажем так, не только Америки. Ну, конечно, Америка играла главную роль. И они надеялись, что Россия, даже вот такая кровавая, непонятная вот это образование, когда-нибудь поймет и ну все, вот заживет. Нет, не заживет. И сейчас не заживет. Смените вы, американцы, Путина, поставите вы какого-нибудь Навального, Гудкова и так далее, и оставите эту фашистскую Россию без своего контроля, без протектората, если КГБ не будет люстрировано, и не будет набрана новая спецслужба, и осуждена по закону, как это было сделано в Нюрнберге в 1945-1946 году, вот ровно до тех пор, Россия никогда не будет нормальным, надежным партнером. Всегда она вас кинет. И там нету, вот для английского человека, для американца будет понятно слово джентльмен. Так вот, джентльменство в русских КГБшниках, в их политическом истеблишменте нет от слова вообще. Никакие они не джентльмены. Это мужик с подворотни. Просто он стал президентом этой страны. Поэтому только полное уничтожение вот этой имперской фашистской России. Другого выхода нет. И это я говорю не как чеченец, которого страна оккупирована и над нами устроен геноцид, а говорю как человек, который вам дает совет. По-другому не справитесь. По-другому опять вы наступите на те же грабли. И опять будет коронавирусы, и опять будут химические атаки, и угрозы ядерного удара. И еще много чего Путин выкинет, и Россия выкинет до того, как их могут ликвидировать и уничтожить. Поэтому другого выбора нет. Война уже объявлена, война уже идет. В 2015 году Джо Байден надеется, вернее, он уже тут не надеется, Америка надеется, что все-таки что-то исправится. Да? И буквально через год они сменили администрацию, и пришел Дональд Трамп, президент. И вот смотрите, в 2015 году Джо Байден говорит, я не думаю, что Путин остановится. И он оказался прав.
И я тоже не думал тогда, что он остановится. И сейчас знаю, что он не остановится. И никуда он не уйдет. В 2021 году там это будет, он болен, там раком, там то все. Дураком он болен. И никуда он не уйдет. Только лишь турецкий дрон или американский натовский дрон может спасти ситуацию. Внимание. Абсолютно так. А вот французская леди, националистка в Госдуме. Восхитительно жестко назвал эту речь. Я думаю, что она будет теперь еще более жесткая, и я уверен, она из-за этого будет еще более восхитительная. Так, нет звука, звук есть, блин. Ну ладно, все, короче. Был же звук, вы же мне писали, звук есть. Ладно. Короче говоря, я вам ссылку оставлю под этим видео. На этот видео. Как нет звука? Так, нет звука. Вкратце скажу. Вкратце, если сказать, Джо Байден сказал, что Путин не остановится, что у них есть интересы и в Сирии, вместе там борьба с ИГИЛ, что есть еще интересы с Ираном, то, что они там разрабатывают ядерную программу, которую тоже нужно остановить, что это России тоже невыгодно и так далее, и так далее. Сказал, что это нужно пресечь, и что если перед Путиным не поставить заслон конкретный, то это Путина не остановит. Он сказал, Путин практичный человек, он четко действует, но он оппортунист. И действовал он в Крыму, вот нападая на Украину, не долгосрочная какая-то стратегия была,
А вот оппортунистский вот этот ход у него был для того, чтобы как-то, не знаю, я не знаю, для чего он это сделал. У меня до сих пор нет объяснения, для чего. Ну, вот то, что вот он считал, что вот уже конец ему настает, наверное. Так, наверное, не знаю. Посмотрим. И я думаю, все будет отлично. Так, давайте почитаю ваши комментарии. Так. Нет звука на видосике. Вкратце скажи, вкратце сказал. Вот вкратце то же самое было. И сказали, что это была восхитительно жесткая речь была у Джо Байдена. На самом деле Джо Байден очень серьезно настроен. И как вы знаете, он сказал, ее там не распыляй, что там Китай у нас, там угроза, другая, третья. Он сказал однозначно, что Россия является основным врагом Америки. И я думаю, что сейчас говорят, да, даже, что вот этот срок Байдена, 4 года, будет просто решающим для России. И русские, на самом деле свободные, честные русские, однозначно должны стопроцентно заявить, что КГБ, которое вас, как и нас всех вместе взятых, убивало на протяжении 20-го столетия, в этом столетии убивает снова, захватив эту власть полностью уже стопроцентно контролируя все это дело. А у русских есть шанс. Но только при одном условии, что если вы признаете наше право на свободу, на нашу государственность, которая у нас есть на законных основаниях, и люстрация, привлечение к уголовной ответственности всех КГБшников, всех ФСБшников. Только так Россия станет нормальной, цивилизованной, свободной страной, демократической, правовой страной. И все страны должны получить, все республики, все народы, находящиеся, максимальную свободу. Честные выборы должны быть. Ну и как прописано в законах и Конституции. Вот так вот должно быть. Так, пойдемте дальше. Ты на титры поглядывай, говорит. Так, Аслан, скорее всего, там шумоподавление или эхоподавление, что-то в этом роде. Попробуй галочку снять и нажми применить. Да уже снял, применил, все уже сделал. Ничего не получается. Вначале же он появился, мне писали, звук есть, а потом раз и пропал. Ну ладно, настрою я в следующем стриме, я настрою, я теперь буду каждый день выходить, наверное, да, завтра я планирую тоже выйти, посмотрим. Так. Империя. Я смотрел границы исконной Руси, на самом деле она далековато от Кавказа, говорит, имперец. Да, так и есть. Я же говорил, мы же и виноваты, говорит, так, как найти это, говорит, так, справедливой ночи. Мегишей саир инда сангумят ершу канал бан беза дал эту бойш. Так, Алиев, на несколько секунд в первом ролике был звук и прервался. Ну вот, у меня есть звук, говорит Салман Исмагириев, но у многих не было. Вас хорошо слышно, а ролика нет. Ну вот, речь о ролике, меня слышно. Развал России, спасение. Да, совершенно верно. И украинцы тоже должны вот это понять и четко идти в этом направлении. Однозначно, только так. И от вас, украинцы, русские, не отстанут никогда. Потому что вы их история. И если вас не победить, не забрать вашу историю, опять как много веков, много десятилетий, не подчинить ее себе, то ее не будет, этой России. Конечно же, Джо Байден будет вам помогать, Америка вам будет помогать, мы всем миром будем вам помогать. Но вы должны рассчитывать на то, что Россия должна быть реорганизована, распущена. Люди должны получить свободу. Имперец. Аслан, ты стал американцем? Нет, я не стал американцем. Я
гражданин Чеченской Республики Ичкерия и имею политическое убежище в Германии, чем очень горжусь. Ватники вирус. Аслан, салам алейкум из Казахстана. Думаю, Байден или другой будет не стоит ждать, что они грудью будут защищать всех. Нет, конечно. Я об этом. Ва алейкум ассалам, ватники вирус. Я абсолютно согласен с тобой и постоянно об этом говорю. Не будут делать американцы за нас что-то. Просто я вижу, что и немцам, и американцам, и французам, как государству, не отдельным политикам, которые приходят и уходят, а государству, народу необходимо, чтобы Россия перестала быть такой, какой она сейчас является. Только лишь поэтому я обращаюсь к Америке, хотя Америка всегда была нашим другом. Мы не сделали ничего плохого Америке, и Америка нам ничего не сделала, кроме хорошего по отношению к нам. Поэтому нет, конечно, никто не будет вставать. Все за себя. Каждый сам за себя. Вот об этом и речь. Я не призываю никого становиться гражданином Америки или там. Нет. Ну, дружить мы обязаны со всеми просто. Так, пойдемте дальше. Ибраим Никархо. Американцам быть абсолютно не зазорно, в отличие от того, чтобы быть русским, россиянцем. Да, россиянцам быть западло, я тебе скажу. Дух свободы. Асан, в 2021 году будут только хорошие новости. Да, абсолютно согласен. Да, Алмула, да, Алмула. Кист Галга. Асан, арабы избили чеченца в Берлине. Не молчи, говорит. Почему? Я не молчу, я говорю об этом. И у меня много вопросов по этой теме. И слава богу, здесь чеченцы не бросились, как во Франции это было, в Дижоне. Вы знаете, что в Дижоне, вот Магомед был, да, мужчина с большой бородой, которого посадили. Этот человек фактически не виноват. Этот человек просто постарался, вот эту молодежь, которую спровоцировали, собрали, он попробовал эту молодежь просто координировать ею. И потом взял всю ответственность на себя, как настоящий чеченец, как мужчина. И что ему 10 лет, там, сколько лет им светит. Большие сроки людям светят. И это не их вообще конфликт был. И то же самое хотят сделать в другом месте. Нет. В Германии это не пройдет. Мы будем пресекать это. Призываем всех, еще раз обращаюсь, всем, особенно к молодым. Нохчи. Над нами русские проводят эксперименты. Кадыровы и разные вот эти русские агентура и здесь, и там, оттуда призывают нас всячески совершать какие-то противоправные действия. Не поддавайтесь провокации. Ни в коем случае не поддавайтесь. Не имеем права поддаваться на провокации. О чем вы говорите? Сейчас, одну минутку. Так, потом я посмотрю то, что ты прислал. Хотя уже много кто что прислал. Не призывают, а платят. Ну, наверное, ты имеешь в виду, что платят, да? Но бывают конфликты, все происходит. Я, например, тоже был молодым когда-то. И у нас тоже возникали конфликты. Мы, например, могли из Санкт-Петербурга поехать в Москву, если там чеченцы подрались или что-то случилось. И также с других городов приезжали. И это было не самое простое время для чеченцев в России. Да? Тебя на каждом шагу останавливали. С тебя вымогали взятки, тебя забирали в отдел там, и так далее. Конечно, мы ездили, конечно, мы заступались друг за друга, но мы находились в стране, которая оккупировала нашу страну и устроила над нами геноцид. Раз. И только мы друг другу могли помогать. Даже кавказцы, даже дагестанцы, другие люди пытались от нас отойти подальше. Да, не называться чеченцами, не быть рядом, потому что попадали уже под раздачу, из-за чеченцев попадали и дагестанцы, и другие народы попадали. И это было, это тоже правда.
старались держаться от нас подальше. И только мы друг другу могли помочь. И да, мы ездили, да, у нас были там разные моменты бывали. Ну, во-первых, если у тебя произошла какая-то драка с кем-то, звать весь мир на помощь, как будто там идет русско-чеченская война или еще что-то. Вот этот там парень один едет за рулем, приезжаете, мы там это сделаем. Мне кажется, это провокация, вот этот парень делает. Работает он на кого-то, сам он это делает. Это называется провокацией. Провоцировать конфликт. Драка произошла. И что теперь сделать? Нужно приехать, показать, что мы такие, все такие. Если так случилось, в конце концов, и если произошло, нужно по-другому это решать. Все нужно делать в соответствии с законом. И не звать весь мир на помощь. Да, приедут, конечно, молодые парни, но мы здесь не в стране, которая устроила над нами геноцид. Мы здесь свободные люди, и здесь есть закон. А там в России, когда мы ездили, мы могли вчетвером, пятером приехать, и 20-30 человек могли привести к своему мнению, то есть настоять на своем мнении. Могли и делали, и многие так поступали, и поступают до сих пор. И я призываю так делать друг другу, а как по-другому в России себя защищать? В России ты враг для них. Ты попадаешь в полицию, просто обычный пример, попадаешь в полицию, и неважно, ты виноват или нет. Заходит, ты русский, ты чеченец. Все, русский не виновен, а чеченец виновен. Вот оттуда начинается разговор. И если вы не владеете достаточным русским языком, не знаете своих прав, у вас нету там быстро звонки сделать, там этого привлечь, там адвоката позвать, там позвонить тому, третьему, десятому, то вы загремели в России. Или если, конечно же, универсального друга Бенджамина Франклина, если у вас в кармане нет, то вы загремели в России. А здесь ведь не так. Взятка его не купишь. Произошла драка. Ну это что за детский сад? Каждый раз звать. Каждый раз. Адюль, адюль. В Дижоне люди пострадали. Где теперь те, кто вот это все организовал? И ведется целенаправленная пропаганда. Я не позволю вот, в Германии, да и в Европе, нигде. Я буду об этом говорить, призывать, просить молодежь, которая реально считает, что она должна помочь. И я их понимаю. Молодой чеченец, кровь горячая, там кто-то кого-то побил, еще рассказывают ведь по беспределу это. Не этот конкретно случай про Берлин. В Берлине ситуация уже развивается очень давно. И я уверен, если там есть где-то провокация, все это тянется, особенно где есть арабы или марокканцы, там обязательно есть наркотики. И вот у нас любят там легкие деньги срубить, там еще что-то. А потом всех звать на помощь. Нет. Вот у нас суд идет в Берлине над убийцей Хангашвили. Где эти чеченцы? Я вот призываю Хадулиш, ничего не нарушая, в соответствии с законом. Завтра и послезавтра 2 дня будет суд. Очередное слушание будет. Завтра будут слушать полицейских, которые задерживали этого террориста Вадима Красикова. Так называемого Вадима Красикова. Где молодежь, где? Придите с плакатами, не надо никого бить. Если хотите бить, идите в спортзал кого-то бить. Придите, постойте. Но никто же не приходит. Потому что, мне домой ездить надо, мне это надо. Так вот, здесь закон нарушать нельзя. В России не только можно, нужно нарушать закон. Я это прямо говорю. Пока русско-чеченская война идет и нет договора о мире с русскими, вы имеете полное право нарушать закон. Особенно, если ущемляют ваши права, не рассчитывая на оккупационный русский режим, что он вас защитит. Слава Богу, ничего не произошло, слава Богу. Здесь люди начали понимать, альхамдулилля, я просто не нарадуюсь.
не нарадуюсь. И не будет у вас вот эти ГРУ, МРУ, которые здесь вот это все мутят. Все, что вы мутите, у вас ничего не получится. Ничего. Все. Теперь есть мы здесь. Иштредух. Пойдемте дальше. Так, Эд, салам, Аслан говорит, Эд Мамедов. Салам, братишка, как ты, Эд? Рад тебя видеть. Так, пойдемте дальше. В Дижоне, говорит Ибрагим Никархо, жертвы всех этих мероприятий после всего говорили, почему не сказали с самого начала как есть. Да, совершенно верно. Вот, и вот что вызывает подозрение вот в этой ситуации? Вот я ничего не утверждаю пока, потому что у меня нет достаточных оснований сейчас это утверждать. Парень сидит, я вам сейчас покажу это видео, раз уже затронули эту тему. Я вам сейчас покажу. Сейчас. Одну минуточку. Так. Смотрите. Видно? Видно. Смотрите. ЧП Грозный называется канал. Это русский оккупационный канал, который... Сейчас, одну минутку. Поставим на самолет, чтобы никто не позвонил и его номер не высветился в прямом эфире. Так, смотрите. Сидит парень в крови. Лицо закрыто руками. И призывает, давайте, надо их убить. И произносит там ла иля илля Мухаммад Расулаллах, типа там и так далее. Мне интересно просто, почему... Так, ну посмотрите. Слышите? Он говорит, их нужно убивать, братья. Это один ролик. Потом появляется второй ролик. Со всей Европы. В Берлин приезжайте, говорит. Европе хава еще гуй шевик, короче, дай сайхуаси, да, ше мастил чудас. Момент гирма Берлин, короче, адулиш одним словом, да, ше вариантик. То проблем цаеза, ой, проблем цаеза га. Шейцаия, проблем по-любому, херюшоны. Цундел, короче, хава. Короче, он сразу предупреждает, кто проблем не хочет. Со всей Европы, со всей Германии, говорит, потом со всей Европы приезжайте. Стоп. Вся ситуация не такая, что всех зовут, здесь тут разбираются. Там. Нас используют. И мы не позволим использовать. Мы будем четко пресекать это. Мы будем доводить необходимую информацию до специальных служб Германии. Мы будем разъяснять, что никакой это не такой спонтанный чеченский порыв, что вот идти там кого-то там бить или еще что-то делать. Просто приезжать, собрать, показать, что мы это, там, то, все. Нет. Даже если это спонтанное, и это никем не контролируется, в этой ситуации, когда в Дижоне произошли события, потом в Целле здесь с курдами произошла, тоже непонятная ситуация была. Туда люди поехали, в этот Цель с курдами были эти разборки. И этих людей начали заносить автоматически исламисты. Я знаю людей, которых занесли в список 2 человека, которые вообще не имеют никакого отношения ни к никакому радикализму. Только они мусульмане, молятся и все, и за то, что они туда поехали. Но конфликт с курдами был за исламское государство и курдов.
который в Сирии происходит. Вот на этой почве это было так преподнесено. Женщин бьют, это делают, то делают и так далее. Да, нужно приехать, да, нужно поддержать. И самое лучшее, что мы можем сделать, вместо того, чтобы тратить деньги, ехать туда, эти деньги отправьте на адвоката тем людям, которым нужна помощь. И все, он наймет адвоката. Давайте сделаем такую культуру, что мы не выезжаем драться, а собирать деньги для того, что мы все здесь иммигранты. И у нас очень маленькие доходы здесь. У большинства, подавляющего большинства денег очень немножко. И для этого нужны постоянно деньги. Вот в Дижоне, когда произошло, из-за того, что французы поддержали нас, у нас хорошая репутация во Франции. Чеченцы реально очень себя хорошо зарекомендовали во Франции. И вот эти провокации, вот эти вещи, которые делаются, они вот это все пытаются испортить. Но французы нас поддержали. Французская общественность поддержала. Даже когда убили вот этого учителя Пати, тогда даже французы нас поддержали. Сказали, что да, это весь народ не виноват. Да, человек виновен. Это преступник. Но весь народ не виноват. Вот давайте вот такую культуру выработаем. В России мы применяем одни методы, здесь мы применяем другие методы. Хорошо. Но если вы говорите, нет, я буду драться, я готов драться, тогда будь мужчиной, не зови никого на помощь и иди сам дерись. Да? Один человек многое может. Очень многое может. Один человек. И даже с 10 может справиться при желании. Пожалуйста. Не распространяйте эти сообщения, призываю всех. Есть, как друга позвал, пошел, подрался. Все. Если такой ты мужчина, и ты никого не слушаешься, тебе плевать на народ, плевать на всю политическую ситуацию, которая сложилась, пожалуйста, иди, разбирайся. И показывай свое лицо тогда, говори. И еще что я не сказал. Когда вот эти ситуации происходят, почему не разъясняют, за что? Почему в Дижоне мы так и не поняли, что произошло? Да, сейчас следствие установит, что там произошло. Но нам это нужно было первым сказать. Если ты нас зовешь, чтобы мы пришли драться, отдать свои жизни, если необходимо, да, за своего брата, прийти и подраться или умереть там, то возникает вопрос, почему не делается полное разъяснение. Мальчику было 15 лет, потом 18 лет, потом 21 год, потом это было, потом наркотики какие-то были, потом не из-за наркотиков, а так, потом еще несколько версий происходит, и постоянно что-то накручивается. Это ж так нельзя. Мы же понимаем, что против нас ведется борьба, война, нас здесь хотят дискредитировать. Мы должны как-то принимать меры. И если молодежь не понимает эти меры, то мы будем принимать жесткие меры к этой молодежи. У нас должен быть низам, закон должен быть. И наш закон, который никто не отменял, даже находясь здесь, в Германии, и здесь местный, той страны, где мы проживаем, страны проживания. Полный вперед. Если ты говоришь, нет, я готов умереть, я тебе предлагаю другой способ. Есть огромная Россия, которая убила 300 тысяч твоих граждан. И вместо того, чтобы какого-то барыгу бить, нарушая немецкий закон, поедь в Россию, побей русского. Я тебе даже дам фамилии, которых можно найти легко. Почему нет? Так, давайте дальше. Халид, если один чеченец пойдет сам и убьет кого-то в драке, то его самого осудят или прибежит Макрон и начнет кричать, что исламские чеченцы до Германии дошли. Я же говорил, Бош. Халид ММА говорит, если, ну, во-первых, убивать никого не надо. Ну, если в драке только он если убьет. Но если вы идете разбираться и не говорите, что вы объявляете всему миру джихад, то есть стране, которая вас приютила, да, которая дала вам все, то в таком случае Макрон не будет иметь основания, даже если он исламофоб и хочет на этом сделать себе какую-то карьеру, он не побежит никуда. Потому что это признается полицией,
как бытовая ссора и конфликт. Но если ты прокрикиваешь исламские лозунги, если человек связанный, ты его наказываешь, связанный с религией за что-то, да, в их стране, то да, тогда это получается исламские факты. Но арабов барыг или марокканцев барыг, которые тоже являются мусульманами, ты же не идешь бить за джихад там, за газоват там, священную войну, правильно? Ты идешь чисто по-мужски разобраться и дать ему морду. Пожалуйста, оставь ислам в покое, не призывай никого. Все, вперед. Действуй. Какие вопросы? Так, пойдемте дальше. Вот Эд Мамедов говорит, я денег дам на это. Да-да. Да денег, да, Эд, да нас, чеченцев, здесь более даже уже 300 тысяч человек. Мы по 1 евро скинемся, и мы купим каждому по адвокату, который будет год обслуживать любые его юридические действия. Так, я думаю, надо призывать всех образовываться. Сейчас уже не модно драться. Сейчас война умов. Надо учиться и быть сильным. Совершенно верно. Об этом мы постоянно призываем. Так, ислам ночи. Ночи маттак амел дахаибо, Вольф. Так, Ичкерия Форе. Франция и Германия инициаторы последних санкций против русского мира. Плюс Австрия. И получился своего рода треугольник. Да, сейчас идет конкретная атака. Атака идет через нас, на это. И самое главное, я вам сейчас покажу этот ролик. Его, наверное, мы так не увидим, поэтому я его с телефона вам покажу. Сейчас. 1 минутку. По поводу вот этих событий. Есть такой канал Ост-Вест. Это ГБшная просто помойка. Просто помоище, а не канал. И вот смотрите. Они выпускают новости. Там на заседании, судебных заседаниях по делу убийства Зелимхана Хангашвили присутствует журналистка. То была одна. Она пыталась взять у нас интервью. Я ей сказал, что за что вы нас так не любите. Она поняла, что интервью ей не светит, и ушла. Потом появилась другая. Видимо, это уже не захотела идти. И вот смотрите, что говорит Мария Макеева такая с этого канала Ост-Вест. Сейчас постараюсь вам 2 минутки. В августе прошлого года в берлинском районе Моабит было совершено убийство, и сегодня в суде выступали двое. Парень 28 лет, который находился в парке в момент убийства Хангашвили, и девушка 27 лет, которая работала официанткой в ресторане Альвердес. Он тоже находится в парке Малый Тиргартен, где произошло это преступление. Свидетельница рассказала, что изначально она указала полиции на мужчину с длинными волосами, который стоял на террасе ресторана, перепутала его просто со стрелком. Полиция его задержала. Я, забегая вперед, скажу, киллер был на суде, это все прекрасно все слышат и все понятно. Киллер был в парике длинном, такими неестественными волосами. На нем был грим, мейкап, закрашено лицо было. Ну, короче, вся конспирология, профессионал, уже не единожды убивавший людей человек, тем более из самой террористической организации в мире ГРУ, ФСБ, этот человек. И его опознать было нельзя. Ну, как узнать, что это вот он. Ну, видно, человек, рост, телосложение, ты видишь, а лицо специально спрятано за маской, да, гримом маски. И парик одет, и все как положено. И капюшон на нем, по-моему, и кепка была, и все как положено, короче говоря. И Ост-Вест канал, который пропагандирует просто чеченофобию. Это самая чистая помойка, русская помойка, которая здесь работает против
интересов Германии и, соответственно, интересов чеченцев. Однозначно. И тут задержан киллер. Киллер есть не только вы можете видеть, да, непосредственно, что вот, опознать человека. Есть еще такие, мы живем в 21 веке, есть еще другие методы установления личности, например, там, отпечатки пальцев там намного больше, чем в этом веке. И 100, по-моему, уже 150 лет этим отпечаткам пальцев. А также есть и ДНК. А потом есть еще другие свидетели, которые, когда уже ты скидывал, вернее, он скидывал парик, вот это все запихался в пакет и бросил все это в воду перед тем, как его задержали полицейские. Есть потожировые следы, есть ДНК, есть там, опознание по другим. И тут абсолютно нагло, вот эта Мария Макеева уже задержан. Вы помните, как долго немцы не хотели признавать это политическим террористическим актом? Если бы этот человек хоть малейшая была возможность подвергнуть сомнению, что это он не он совершил это убийство, то вот того процесса, который сейчас мы наблюдаем в Берлине, его бы не было. Никогда бы его не было. И большие силы оказывали влияние на то, чтобы этот процесс, даже это дело не передавалось в Федеральную прокуратуру, для того, чтобы квалифицировать это дело как террористический акт. Это государственный терроризм. Просто не было оснований этого не сделать. И мы долго выжидали, не митинговали. И когда мы пошли на эти митинги, опять же, я не устаю напоминать об этом. Когда мы пошли на митинги, ГРУ через своего агента Абдурахманова, который ведет блоги здесь, прислал туда своего брата, который нам устроил провокацию. Мы, абсолютно ничего не подозревая, поговорить хотели с этим человеком, да, просто хотели выяснить, почему твой брат так себя ведет. Хотя мы знали уже к тому времени, кто он такой, и хотели просто услышать от него, да, что так собираетесь делать. Устроили эту истерику, собрали огромное количество людей, молодежь, вот та же истерика, которая, вот провокация, которая сейчас пыталась нагнетаться в Берлине, вот этот Абдурахманов созвал туда, сказал, что кадыровцы избили его брата, и туда приехали парни и думали, ну вот тут кадыровцы туда-сюда избивают. И там встретили нас, правозащитников. Самый молодой из них я, да, или там еще пара человек со мной было, моложе меня. А остальные все взрослые люди, старики с нами были. И они такую истерику закатили. И это все делалось, потому что вот эти 2 дня были мы на этом правозащитном конференции, которая проводилась в Берлине. И на 3-й день, у нас так было запланировано, это мероприятие перед прокуратурой Германии, где мы потребовали, подали резолюцию для того, чтобы признать это преступление политически мотивированным. И вот это все складывалось в одну канву, когда пытались вот всячески, чтобы мы не попросили у немцев, а мы попросили, мы потребовали, сказали, не может это продолжаться больше, не может это преступление называться обычным заказным убийством какого-то там человека из каких-то других личных там или корыстных там мотивов. Там рассказывали, сообщалось, короче говоря, не будем уточнять, сообщалось, что это кровная месть Зелимхану Хангашвили. Да, тоже звонили, там разные вещи говорили, что абсолютнейшая ложь, абсолютнейшая, для того, чтобы увести от государства. И если кто-то до сих пор еще не понимает, что это делалось вот специально, чтобы затруднить нашу деятельность, да, чтобы нас можно было убивать и потом списывать, да, это бытовуха какая-то. Как, например, убили Мансура Алиева, Мансура Старого, Имрана Алиева и так далее, что это там чеченские разборки и так далее.
И для того, чтобы вот мы этот митинг не провели, должны были прийти вот эти молодые люди. Это была бы очень удачная такая операция, где мы подрались бы, а конфликт можно было спокойно разогреть, потому что туда пришли, там реально был провокатор, полезный идиот, который пришел и провоцировал. Потом, когда, потом я уже об этом рассказывал. И после всего этого, после этой драки, все, мы пошли бы на этот митинг перед прокуратурой, и нам бы сказали: вы что такие тут драки, или может мы не пошли бы, загремели бы в полицию там, или в больнице загремели бы, или еще что-то было бы, или еще что-то произошло бы. Короче говоря, вот такую ситуацию нагнетали. И у них это не удалось. Сделали они, что могли. В этой ситуации они много не могли, но все, что могли, вот этого своего агента-блогера они задействовали, сказочника, который скоро уедет домой. Я, кстати, открою секрет. Скоро все домой идем. И ему ничего не будет, не волнуйтесь. У него там все нормально. Короче, вот такая вот ситуация. И вот эта Макеева, Мария Макеева, уже очевидно, все знают, возвращаясь к этому ролику, рассказывает, что все-таки никто не видел убийцу. Еще она делает уже свое заключение. Мария Макеева и другие, кто будет там в следующий раз, когда я там буду. Завтра, послезавтра будет заседание, кстати говоря. Ни один канал из Ост-Вест от общения со мной уже вы не уйдете. В прошлый раз я просто проигнорировал, сказал: все, никаких интервью, до свидания. И всем сказал: не давать вам интервью. Но теперь вам будет не интервью, теперь вы будете у меня в эфире. Я вас буду показывать по своему каналу и разоблачать вас. Все, я долго терпел. Свобода слова заканчивается, когда начинается абсолютное прикрытие террористов. К счастью, быстро выяснилось, что он один из гостей заведения. Вот послушайте, как она преподносит эту новость. За столиком, никуда не отлучался. Свидетельница рассказала в суде, что из-за произошедшего она вынуждена была уволиться. Ей до сих пор снятся кошмары, она даже по парку боится ходить, где все это произошло, не то что работать там. Второй свидетель во время убийства курил в парке. Довольно быстро, благодаря настойчивым вопросам адвоката защиты, выяснилось, что курил он марихуану. Защитник обвиняемого Роберт Унгер, тот самый третий адвокат Вадима Красикова, который прославился еще в 90-е, когда выступал адвокатом последнего генсека ГДР на суде, и обычно он специализируется вообще на экономических преступлениях. Хочу сказать, что я не слышал, да, я, конечно же, пользовался переводчиком, и мой переводчик отлично владеет немецким языком, на уровне немца владеет немецким языком. Речь о курении марихуаны я не получал, что именно вот он стоял, курил там, видимо, у них есть такая информация. Но это не важно. Роберт Унгер сегодня подверг сомнению показания свидетеля убийства Хангашвили не только потому, что этот свидетель находился под влиянием наркотиков, но и потому, что трижды у него брали показания, и трижды этот свидетель отвечал по-разному. Например, во время первого опроса, еще не допроса, а опроса только, на месте преступления свидетель сказал, что видел, как жертва упала на землю со скамейки, а сегодня говорил о том, что впервые увидел Залимхана Хангашвили, когда тот уже лежал на земле. Вопрос, который так и не был задан на процессе. Абсолютно не принципиальные вещи, которые она тут рассказывает. Дальше слушаем. Свидетели. Узнает ли кто-то из них в человеке, сидящем на скамье подсудимых, стрелявшего? Также стало известно, что есть промежуток времени между непосредственным убийством, за которым наблюдало множество человек по совпадению, и моментом, когда другие свидетели заметили мужчину, сбрасывающего с моста, вот этот мост в реку, нечто, да. И за этот промежуток времени нет ни свидетельских показаний, ни записи видеокамер, так что в дальнейшем может стать вопрос о том, является ли задержанный и обвиняемый одним и тем же человеком, тем, кто стрелял в Залимхана Хангашвили, и... Короче говоря, Ост-Вест уже абсолютно спокойно расчехлился, спокойно уже рассказывает уже информацию, что уже Красиков уже не тот человек, который стрелял. Уже Ост-Вест подводит к этому. И я призываю всех, кто там будет, и если меня не окажется, и окажется этот Ост-Вест, гнать в шею родственников Залимхана Хангашвили. Я прошу
чтобы вы просто можете своим адвокатам сказать, мы не хотим, чтобы вот эти пропагандисты, которые нагло лгут, переиначивают и дают показания только лишь адвоката, но не говорят, что говорит прокурор и так далее. И говорят, что уже практически выводят его из-под удара. Слава богу, конечно, ни на что не влияет, кроме на русскоязычное общественное мнение, где они закладывают вот этот свой червячок сомнения. Всегда они так поступают, и я думаю, будут дальше поступать. Поэтому вот такие вот ост-вестовцы. И оттуда же Борис Райчустер, оттуда же Альфред Кох, который постоянно у них там заседает, и так далее, и так далее. Короче говоря, все с ними ясно, расчехлились полностью. Будем доводить информацию. Так, Эд Мамедов, Аслан, как ты думаешь, почему многие чеченцы относятся к арабам с большим уважением? За что и как они помогали? И сколько семей они приютили у себя? Может, я что-то не знаю? Хочу знать, спасибо. Эд, именно об этом я говорил и говорю постоянно. Да, никаких семей они у нас не приняли. Да, было несколько десятков, может быть, добровольцев из арабских стран, которые воевали. Но против большой Российской империи 10 или 20 или 30 человек никакой роли не играли. И, возможно, там был не только люди, которые искренне пришли нам помочь, да, вести против вот этой империи войну. Никто не принимал, до сих пор не принимают. И не собираются принимать. Не оказывали никакой помощи. Ну, никакой, конечно, может, какая-то поступала помощь, но ту помощь, которую они могли оказывать, или ту помощь, которую оказывали нам американцы, немцы, французы, этого не было даже близко. И по сегодняшний день этого нет. Я не знаю, почему так любят чеченцы арабов. Даже, я бы сказал, не то, что любят, они просто не знают их. Как только начинают с ними общаться, быстро у чеченцев, я многих просто знаю, говорят, фу, это что это было? Как это? Это не наше понимание, наше видение, наша культура, наш этикет кардинальным образом отличается от арабского. Кардинально. И раз они говорят на арабском, и почему считается, что вот пророк Мухаммад, мир ему, был арабам, поэтому вот все арабы такие. И, наверное, из этого исходит. Я не знаю. В принципе, чеченцы ко всем относятся очень хорошо. Это без преувеличения, это на самом деле это факт. Да, если там нас справа-влево не кидать, ни пропагандой не заниматься, не вдалбливать нам разную пропаганду в голову, то мы относимся абсолютно ко всем хорошо. И к тем же израильтянам мы относимся отлично просто. Но при всем при этом против израильтян, против евреев, американцев и всех остальных ведется конкретная пропаганда, а вот за арабов, видимо, она не ведется. Поэтому так, наверное, есть. Наверное, так нужно, чтобы мы, вот тем, кто вот ведет эту пропаганду. Не знаю, при всем при этом я ничего не хочу сказать про арабов в целом. Что они хорошие и плохие. Это такие же, как все. Как чеченцы, как все остальные. Так, Ибрагим. Так, поехали дальше. Ибрагим Никарфа ММА. Да, знакомо. Так всегда бывает. Особенно, когда надо свою искренность за пазухой спрятать. За пазухи достать. Искренность из-за пазухи достать. Так, вы уже о чем говорите. Так. Леди Халид ММА. Аслан нужен тут. К тому же ему реально опасно в России, в отличие от Абдурахманова. Рахмановы на работе, поэтому пофиг, лишь бы побольше результат принести. Поэтому кричит только в терновый куст не бросай. Конечно, это было бы, конечно, очень хорошо, если остаться. И та провокация, сделанная с нападением вот этого дистрофика, Абдурахманов сам, конечно, не Геракл, но того, кого послали бить молотком
это просто, ну просто дистрофик, извиняюсь, конечно, но этот человек, по-моему, не доедал очень много. И у меня возникает вопрос, если платят сотни тысяч долларов, чтобы нас убить здесь, почему ему не дали хотя бы нож? У меня-то есть на это ответы, у меня много чего есть. Просто дать молоток Дистрофану, это просто, это больше, ни о чем больше и говорить не надо. Больше даже обсуждать не надо. Вот это постановки, вот это все. Этот человек может быть как обманут, хотя у них вот этих агентуры разные, их полно. Этот человек может быть как обманут, так и действовал там, зайдешь там, стукнешь и уйдешь там, договоренность какая-нибудь была. Все, сейчас суд, процесс начался, на суде все станет ясно. Конечно, человек зашел в чужой дом, он уже совершил преступление. Это факт. Тот, который приехал, этот, как его, этот киллер, так называемый, визитер, он уже зашел. И в соответствии с законом, этот человек зашел в чужое пространство, в чужое помещение, проникновение в жилище. Ему открыли как-то дверь. Там какая-то дама еще задержана. Это как сожительница этого самого святого, богобоязненного человека, какая-то сожительница. Сейчас сидит в тюрьме, сидит в изоляторе. Она пока молчит. Пока молчит. И там... много чего. Если остальное не брать, всю историю, где с кем встречался, куда ездил, всего я пока не буду говорить. И так достаточно сказано, и все будет. Но факт остается фактом. Этот мусор будет не только он, от всего мусора, который уже известен и станет известным, Европа будет зачищена. Поэтому готовьтесь, чемодан, вокзал, Россия, Деон. А потом мы приедем и в соответствии с чеченским законодательством, с чеченским уголовным кодексом Чеченской Республики Ичкерия, мы будем привлекать к ответственности всех этих провокаторов. Из-за этого Абдурахманова, который работал еще тогда связным и прослушивал и переводил, Шмаков, его начальник, являлся непосредственным компьютерщиком, который все это прослушивал. Этот Абдурахманов и такие, как он, они переводили с русского на чеченский. Погибло много наших ребят. Это тоже надо будет доказывать. Также здесь уже, когда он здесь эту провокацию ведет, задерживаются, пытаются и убиваются у нас дома люди, молодые парни. И это тоже на совести вот этих подонков и мерзавцев. И вы все за те преступления, которые вы совершаете против нашего народа, пользуясь доверием, прикрываясь самым святым религией, валлах биллах вы будете отвечать. Все до единого. От Кадырова, Кокиева и других вот этих клопообразных. Вы все будете отвечать. По закону. В соответствии с законом. Да, мулла. Так, пойдемте дальше. Горе Луковое. Ассалам алейкум, брат Аслан. Как ты думаешь, после чеченцев, кто нам помог следующая нация больше всех на войне? Я не понимаю, как ты имеешь в виду. Нам помогали наши кавказские соседи. Если ты имеешь в виду именно физическое, воины, когда встали. Они очень бедные, и они Россия. Это часть России. Они становились вне закона в своей стране, чтобы прийти и помогать. По факту они предатели своей страны. Если исходить, конечно, они никакие не предатели. Это герои своих народов. Это ингуши, дагестанцы, карачаевцы, балкарцы, адыги. Все народы. Осетины.
украинцы были в первую войну, во вторую я не слышал. Поэтому что в финансовом плане нам помогали, Европа помогала, принимала беженцев. То, что сделала Европа, например, принимать беженцев, это миллиарды просто, которые никто бы нам не мог так помочь. Американцы нам помогали информационно, те же европейцы помогали, немцы были, журналисты, которые помогали нам, которые были. Это все было, и помогал весь мир нам на самом деле. Но арабы были не в первых рядах, если мы возвращаемся к арабам. А так сражались с нами наши соседи, наши братья, кавказцы. Маждада, вообще-то после Абдурахмана авторитет Кадырова взлетел до невиданных высот. Ему задают вопросы про Путина, он съезжает на Кадырова. Да, весь конфликт, весь сыр-бор, который возник с этим Абдурахмановым, был, ну, я-то тогда не понимал всего, да, я-то искренне верил, что этот человек пострадал от этого режима. Из-за того, что не говори все время Хусейн Исханов, мы в эфире сказали, не говори все время про Кадырова. Все время про Кадыров. Вот то же самое сейчас делает Мансур Садулаев. То же самое сейчас уже Кадыров. Теперь уже у него на канале, вы это видели, наверное, я вам показывал у себя в стриме, Ахмат Юрт называется. Я не знаю, что такое Ахмат Юрт. Кто-нибудь знает, что такое Ахмат Юрт? Я не знаю. Я знаю Хоси Юрт или Центрой она еще называлась. Но никогда я не слышал Ахмат Юрт, пока вот эти сами себя тут не решили сделать святым своего главного предателя века, как назвал его Масхадов, Кадырова, Амада. И назвали эту деревню Ахмат Юрт. Ну, ее лучше по-другому как-то нужно было назвать. И этот Мансур Садулаев спокойно пишет Ахмат Юрт. Погибли наши парни, которых достали просто и, скорее всего, пустили на результат. У них родственники погибли, а им время от времени нужно убивать террористов, чтобы держать уровень страха населения. Они так это говорят. Ну, лучше мы убьем там 2, 3, 10 за год, чем народ станет и придется убить там 100 тысяч человек. Лучше так уровень страха поддерживать. Ну, это так они объясняют, что ну, мы же не такие плохие. Так вот, этот Мансур Садулаев, который говорил, что он был в каких-то рядах, я представляю, в каких рядах он там был и что он там делал. Если он сейчас их называет боевиками, на его ролике там прямо говорят, мы боевики. Я это в своем стриме показывал. Это все предельно. Что, расчихли меня просто не было какое-то время. Не думали, может, такой вброс сделать. И можно будет подготовить общественность, да, подготовить потихонечку Ахмат Юрт, там, боевики там, и так далее. Боевики. Шаю шушаерша. Раскшан юах мелеллак. Так, Ибраим Никархо. Аслан, это я ММшнику писал, сказал, что готов подчеркнутым бесплатно купить билет в Арабистан. Он говорил, что я школьник. Короче, технично ушел от своих ценностей. Да. Кстати говоря, тут наш товарищ сделал, Амзат сделал подал такую идею нам. Было бы хорошо обратиться к королю Саудовской Аравии, собрать вот этих всех, которые так пекутся о ваххабизме, и отправить их жить в Саудовскую Аравию. Это же прекрасно. Все там будет. Единственное, там пособия не будет, социала не будет и свободы не будет. Вам придется жить там. Не надо никакой ИГИЛ ехать. И не надо говорить, что он там под американцами и так далее, и так далее. То вам не угодишь. Давайте соберетесь, хотите, я сделаю обращение. И вы все уедете в Саудовскую Аравию. Зачем среди этих кафиров жить? Среди этих непонятных, этих европейцев. Давайте туда все. Так, давайте дальше. Да, переобувается. Адуда в лету, говорит, Садулаев на лету перебывает. Черный флаг обменял на галстук.
Да они абсолютно без проблем отказываются от своих вот этих. Ты им объясняешь, не слушают. Как столько надо, я не знаю, команда поступает этому Садулаеву или... Ну, команда однозначно есть. Давайте посмотрим еще вопрос. Я бы хотел задать вопрос. Давайте, я задам им вопросы. Если они боятся со мной выйти в эфир поговорить, может, так ответят. Хотя у них, у всех, у этих русских, кто за русских, все, меня игнорировать. Да? Это классно. Хотя бы перестанут меня тут оскорблять. Ну, давайте так. У вас есть какой-то адвокат у вот этого вот Сейр-фонда. Есть этот адвокат, был бывший адвокат ЮКОСа Ходорковского. У меня вопрос. Какие деньги вы им платите? Почему этот человек никогда не был замечен в защите прав человека, прав чеченцев или вообще человека вообще? И тут он стал таким защитником. И этот адвокат приводит брата этого Абдурахманова, который здесь живет в Германии, который такую истерику закатил. Я был удивлен просто. Взрослый мужчина, так себя вести. Прям, это был спектакль, который он устроил. Так, не каждый актер сыграет. Его приводит туда вот этот их оболонец, да, оболонец, по-моему, фамилия. Как пиво, оболонь. И вот этот человек приводит. А если вы понимаете ситуацию, то мы как раз, вот я об этом рассказывал, мы готовились, после этих 2 дней мероприятия, мы готовились к митингу, к акции перед прокуратурой Германии. И туда приводит этого братика, приводит вот этот адвокатик, который сделал больше, чем все чеченцы вместе взятые, говорит, они потом заявляют. На аудалбалари, чувак, хорошо. Короче говоря, вообще, этот человек, бывший или действующий адвокат у этого, дает интервью, Шендерович, дает интервью брату Абдурахманова, как его зовут, Магомед или как-то там, не знаю, как его зовут, дает интервью, и он говорит, и еще важно, сейчас напомню, короче, дает интервью этому Шендеровичу и задает там что-то, говорит, Чеченская республика Чечня. Вообще-то Чеченская республика Ичкерия, но он не произносит это слово. Так вот, слово Ичкерия произносить нельзя у них. Это слово под запретом. Это слово должно уйти в небытие. Поэтому я назвал свою организацию, которую я сейчас открываю, регистрирую, в процессе регистрации идет. Кстати говоря, можете поздравить, у меня есть организация Human Rights Center Ичкерия. Правозащитный центр Ичкерия называется. Вот вы видите в верхнем углу, вот здесь, нет, не здесь, вот здесь, так, вот здесь, видите, ХРЦИ, Human Rights Center Ичкерия. Именно поэтому я туда добавил слово Ичкерия, потому что им это не нравится. Потом им не нравятся взрывы домов в 1999 году. Об этом мы, конечно же, всегда будем говорить. И вот такие вот вещи, они очевидны. И мы затрагивали тему только, не говори все время про Кадырова. Нет, говорят про Кадырова. Только Кадыров, только Кадыров. Все. А меня надо дискредитировать тем, что я являюсь представителем Кадырова. Еле ушу, шигмас саргабошу, валла билаячу, бюхумш бикигума, дейла динна кама мохка идин вайнте ала ихал вайнте ахваттин долнеран, цуэскшан дуахка дель ашту, валлахи юшу бюхумш, валлахи дейр оранур, кудинянчу ажваб цадия, қимат динах, соперу хирмаушуга жваб дюшвек, шунти койқшвек, делаллак дуэльшу. Васкшан юахкел бюхум шеш майорил. Делала кёйшу. Кадыроварама. Хотя бы говорят открыто, что религия прикрываться дешь. Диндюч.
ідуть, що вообще кончене, що делаю, що делать це ті, що цанаумна це ті ж животные. Так, пойдемте дальше. Давайте. О, у нас уже время, господа, мы уже 2 часа говорим. Я думаю, на это можно прекратить. Да, Хамзат Гилаев, совершенно верно. У Ельцина было вынужден сказать Ичкерия, переиначила. Это такой русский трюк такой. Они любят там и акцент не туда поставить, чтобы специально хоть как-то, да. Но он был вынужден. Вот русских надо вынудить. Только тогда они это делают. Только тогда. Везде говорите Ичкерия, говорите про взрывы, не забывайте, ничего не потеряно, только все начинается, у нас все отлично, у нас будет все только идти в гору, да, мула. Но мы должны быть очень внимательны, очень осторожны, быть. Сейчас президент новый, который абсолютно не будет на поводу у Путина, у России, будет давить. Вся Америка против, потому что вот эта вся американская система и вообще положение Америки в мире, они решили пошатнуть. Они просто очень сильно ошиблись. И мы должны сделать все для того, чтобы воспользоваться этим моментом и восстановить свою государственность, вернуться на свою родину, выбрать себе президента и парламент. И у нас это все получится. Цашику ячун. Валлай билла яцк. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Ассаламу алейкум. Все будет Ичкерия.